Город Канаш посетила председатель профсоюза «Урал» Светлана Васильевна Шерскова. Она представляла интересы жительницы нашего города в суде по вопросам расчета начисления платежей от управляющей компании. Когда я стала разбираться более подробно, я увидела там большие нарушения. В чем они выразились в квитанции? Прежде всего, что ей вменяется оплату за содержание общего имущества дома определенная сумма, но площадь содержания общего имущества дома равна площади ее квартиры. Такого быть в принципе не может. И я сказала, что вот это первое нарушение, потому что жилых площадей в доме всегда больше, чем нежилых. Это было первое нарушение. Второе, я ее спросила, есть ли у вас документ, подтверждающий, что вам действительно принадлежит общее имущество дома. Вот без этих слов, что типа вот у вас есть какое-то право. Она говорит, нет, документов нету. Я говорю, хорошо, а знаете ли вы границы принадлежности своей доли в общем имуществе дома, чтобы вы пошли и посмотрели, действительно ли осуществляется уборка, там какое-то содержание. Она говорит, нет, я не знаю границ своей доли. Я задала ей следующий вопрос. Скажите, а каким образом вы можете сказать, по какой формуле определяется доля в общем имуществе дома? Опять не знает. Опять какие-то вопросы. Дальше я говорю, а обращались вы в управляющую компанию с этими вопросами, если вас что-то не устраивает? Она говорит, я обращалась, но мне, как правило, дают какие-то отписки, не знаем, смотрите, жилищный кодекс. Я обратила внимание о том, что жилищный кодекс действительно говорит, что бремя содержания общего имущества дома лежит на собственнике. Никто с этим не спорит. Теперь надо разобраться, а действительно ли принадлежит вот этой женщине доля в общем имуществе дома. Ну, действительно, какие-то все слова, догадки, какие-то предположения и не более того. Поэтому, конечно, я считаю, что с этим надо как-то разбираться. Ведь содержание общего имущества дома – это самая большая статья перед, ну, может быть, отоплением. Вот такая большая графа. И если, конечно, не будет доказано, что она обязана там содержать, она обязана там платить без предоставления документов, то я думаю, что это должен поставить какую-то точку суд, разобраться. А действительно ли принадлежит, действительно ли она должна платить, такую сумму должна платить. Потому что мы знаем с вами, есть такая у нас поговорка, знать хочу, за что плачу. Если ты платишь, то перед тобой обязаны отчитаться. И никаких секретов от человека не должно быть. Но здесь какие-то все коммерческие тайны, какие-то коммерческие виды на это на все. Когда я посмотрела ЕГРЮ, этой управляющей компании, ЕГРЮ расшифровывается как единый государственный реестр юридических лиц. То у этой компании нету лицензии на предоставление платных жилищных и коммунальных услуг. Нет. У них есть только вознаграждение и есть эксплуатация жилого фонда. Эксплуатацию видят все. Но содержание, как по сути дела, мы не видим. Поэтому надо узнать, а кто принимает вот эти работы по содержанию общего имущества дома у этой управляющей компании? Кто принимает? Конечно, жители дома должны принимать. Обычно они выдвигают, активных жителей. Это может быть совет дома, это может быть председатель совета дома, это может быть старшая по дому. Тут она как-то может по-разному. На нее возлагаются обязанности, в том числе по приему вот этих услуг, чтобы действительно люди знали, за что они платят. Соответственно, мы хотим спросить с этого, а есть ли такие документы, подтверждающие факт наличия работ, своевременных работ и качественных работ? Это все очень просто, когда ты знаешь и руководствуешься, конечно, законодательством. Как председатель профсоюза я никого не учу не платить. Еще раз внимание, никого не учу. Но спросить со слуг народа, а управляющая компания наши слуги. И об этом надо знать. Это слуги. Соответственно, надо понять. Посмотрите, уже слуга принимает хозяина по часам приема. Это как-то так непонятно, да? Вот, соответственно, оплатят ли они за аренду помещения, в котором они находятся? Платят ли они за воду, за газ, за свет в тех помещениях, которые не находятся? Ведь эти вопросы, они актуальны на сегодняшний день. И, соответственно, что человек может сделать? Он может снизить плату за ЖКХ путем того, что он начинает спрашивать, и если это будет не доказано, что услуга выполнена качественно именно на такую сумму, то человек может обязательно в процессе, может быть, в судебном заседании вернуть денежные средства незаконно выплаченные им, даже если это за 3 года,
то это очень хорошая сумма. Давайте посчитаем. 1000 человек в среднем. 1000 рублей человек платит за содержание жилья. Если вы умножите на 36 месяцев, то это 36 тысяч. Ну, а так как это было неосновательное обогащение за ваш счет, управляющая компания не может доказать, председатель совета дома, старший по дому, не может доказать, что эти работы выполнялись на эту сумму, значит, из этих 36 72 получается легко. Вот просто легко. Мы же знаем, что ни одна кредитная организация без процентов, без составления документа не дает ничего. Я уже не говорю о том, что обязаны заключать договор на предоставление услуги. Обязаны, внимание, не хочу или не хочу. Об этом говорит Гражданский кодекс, 8 статья, и 16 статья Жилищного кодекса о защите прав потребителей, которая гласит: договор между управляющей компанией, между юридическими лицами и физическими лицами обязателен. Если они будут утверждать нам с вами, что договор не обязательный, тогда, пожалуйста, пусть укажут нам дату, год, когда эти законы, указанные мной сейчас, были отменены. Не отменены, все. Значит, это... Почему не заключает управляющая компания с каждым жителем договор? Потому что там будет написана ответственность сторон. Вот ответственности как раз они и боятся. И если сегодня управляющая компания, ну, по сути дела, ну, занимается, может быть, даже вымогательством, это 163 уголовная статья, кстати, вымогательство без предоставления денежных средств, без предоставления документов, доказывающих, что действительно это так. Я уже не первый раз обращаюсь, это было 4 августа был суд. И вот 10 августа я была, и как бы уточненное заявление подала, и вот на это уточненное заявление вот нас пригласили уже вот сегодня 4 сентября на суд. Чему я все-таки уже не первый раз, как говорится, да, в суде, это справедливость. Во-первых, справедливость. Я хочу узнать, за что я плачу, кому плачу и сколько плачу. Вот это самое главное. И я вступила в группу там профсоюзной организации, вот Светланы Васильевны, которую пригласила я ее, потому что я знаю, что я сама не смогу справиться пока не смогу. И я ее пригласила, потому что она человек уже опытный в этом деле. Она уже много заседаний прошла, вот эти выигрышных заседаний. И, конечно, вот хотелось бы в первую очередь помочь себе, а потом уже относительно, по моему примеру, будут уже приходить и другие люди обращаться ко мне, чтобы помочь другим. Нам надо объединяться, чтобы у нас было больше таких людей, грамотных людей, а не такие, которые говорят: ой, да, ну все равно возьмут деньги, да, ну это все это ерунда. Нет, это не ерунда, все много зависит только от нас самих. Если мы сами будем делать один шаг, мы сделаем и второй шаг. А если мы будем только идти назад или стоять на месте, ничего не изменится в нашей жизни. Конечно, я пенсионерка, у меня что там, 16 тысяч пенсии. И с этого я должна еще платить, я не знаю кому, за что и сколько. Вот это прям меня, вот как бы, вот знаете, вот хочу разобраться в этом деле, вот хочу. И поэтому пригласила нашу замечательную Светлану Васильевну. Спасибо ей, что она согласилась приехать. Вот я что хочу сказать. Низкий поклон ей. Вот так, да, низкий поклон. Действительно, вот таких людей побольше бы, да, и тогда все. И мы по-другому начнем, и к нам будут по-другому относиться, потому что очень много зависит. Вот честно говорю, много зависит только от нас. Председатель профсоюза «Урал» Светлана Васильевна Шерскова также отмечает, что незнание своих прав и обязанностей людьми современного общества, к сожалению, играет не в их пользу, и что это необходимо исправлять. Соответственно, кто породил такое все? Это наше, может быть, нежелание разбираться, может быть, попустительство, потому что, как нам всем известно, что убивает не враг, убивает равнодушие, которые проходят мимо. И если мы будем спрашивать, то, соответственно, наша жизнь, наверное, уже изменится. Да не наверное, а уже точно изменится. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, не стесняйтесь обращаться, потому что это ваши права, вы люди прежде всего. И перестаньте вот как бы принижать свое достоинство. Поэтому управляющая компания должна настолько быть к вам, ну, открыта, показывать вам все документы, что тогда у нас есть доверие между жителями и между управляющей компанией. Доверие и спрос прежде всего. И, соответственно, конечно, мы
по всей вероятности будем здесь жить в этих в семьях, в домах, где мы действительно нашу активность повысим, и город наш, соответственно, уже уберется вот эта коррупция, да, уберется вот это вот незаконное начисление. И вы увидите, что действительно люди в вашем городе захотят жить, они не будут уезжать отсюда, потому что наша задача, чтобы молодежь прославляла этот город, а не жила сегодня в плачевном состоянии. Поэтому жилищный фонд весь находится в таком состоянии, что мы живем как на пороховой бочке, где что рванет, немножечко там что-то подлатали и обратно так. Поэтому все начинается с нас. Я за то, чтобы наши люди поняли, что и правосудие, и управляющие компании ждут таких людей, вот прямо ждут, когда люди начнут в конце концов и образовываться, и, соответственно, спрашивать. Поэтому я вот только за такое отношение к людям. Ну и, соответственно, конечно, если будет возможность, обращайтесь ко мне, я обязательно помогу, расскажу. Потому грамота сегодня, на сегодняшний день, это главный заслон беспределу, который сейчас у нас творится. Я считаю так. Многие сегодня думают, что все это бесполезно, что управляющая компания все равно там вам назначит что-то. А я вам говорю, все всегда полезно. И самое главное, вот сегодня я вам рассказала о чем, что есть сегодня возможность снизить оплату и наказать всех виновных, которые приступают к закону. Но самое главное, когда мы запрашиваем эти документы, а еще раз я говорю, вы должны запросить документы у того, кто принимает эти работы. Вот здесь-то начнется самое главное. А предоставят ли они эти документы? А как будут они нам смотреть в глаза, те люди, которые сегодня пошли на поводу управляющей компании? И самое, вот запомните, самое, наверное, страшное для человека, это не суд, когда кого-то пустят, кого-то не пустят. А когда мы вывешим список тех, кто сегодня участвовал, и этот список будет висеть внутри каждого подъезда на стенде, что вот такие-то люди сегодня подписывают незаконные документы, участвуют в обогащении, потому что им же выплачивают денежные средства. Соответственно, они на эти деньги живут, это их зарплата. И то, что они должны вернуть. И вот этого людского негодования, вот я думаю, что боится, наверное, каждый человек. Боится судья, боится полицейский, когда это будет фамилия обнародована. И наша задача сегодня поставить открытость, вот эту открытость и гласность, как говорит наш уважаемый президент Путин. Ну что же будет? Понимаете, вот эта интрига, что будет, когда сейчас мы запросили, куда они денутся, куда они побегут, придут ли они на суд, что они принесут, какие документы. И я готова вам их показать, рассказать. Поэтому очень интересно. Приходите, изучайте, смотрите. Я думаю, что все интересное вас ждет только впереди. Людмила Матвеева, Павел Демин.